Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Вот, ну, за неделю у нас есть пару хороших новостей. Надеюсь, что наконец-то начали уже понемножку возвращать дома ауховцам. Это одна из приятнейших новостей. Я знаю, что есть скептики, я знаю, что которые есть сразу, вот, надо сперва это там, надо район переименовать, а потом дома сами автоматически вернутся и все остальное. Не все так просто. Главное, если процесс пошел, 10 домов вернули, там, где 10, будем надеяться, что и 20, и 30. Вот, это самое важное. Так что, многие писали по поводу этого ника. Опять же, я хочу, чтобы было понятно. Сейчас Ибраим пришел. Салам алейкум, Ибраим. Надеюсь, что Ибрашка тоже сейчас подключит наши остальные социальные сети. Говорить, конечно, можно без устали, рассказывать можно без устали. Еще раз хочу напомнить нашим адвокатам, особенно мне непонятно было там, земля Всевышнего там, и так далее и тому подобное. И не только наша Родина Всевышнего. Всевышнему принадлежит все сущее, поскольку это он сам создал. Это вообще не новость. Вот. Деление, мы и так не собирались ничего не делить, но поскольку есть время, все... Обычно странно бывает, когда набегают наши же адвокаты. Вот. С учетом того, что я закидывал, не оскорбляя, не говорил, что там народ там сделал это или какой-то там и так далее. Я никого не обвинял. Когда закидываются, вы посмотрите, сегодня мне прислали еще один скрин его. Он сделал еще одно, как бы мне назло, Хамдац, как бы мне назло сделал, закинул еще одну карту, короче, тоже фейковую. Это однозначно, этот фейк мы тоже закинем, что это фейк. Ответ я дал, поскольку люди на самом деле настолько ушли в своем заблуждении, в свое неверие, что когда они под высокими громкогласными словами закидывают различные паблики, карты и говорят, что вот, запомните это, и молодые люди... Вы видели выступление этой, да, какой-то девочки, мне его скинули там, где рассказывали, типа, где вы были, когда там наши земли, видите, молодая девушка, в принципе, может быть, необразованная, когда наши земли забирали, кто забирал, какие земли забирали, у кого забирали, ни у кого ничего не забрали, наоборот, оставили. Если бы были бы достойные люди, которые бы сказали бы, вот, послушайте, нормально между братьями, даже родными братьями бывает там забор, поделили, исправили, показали. Но многие люди почему-то, как ни странно, не понимают этого. И когда нету ничего подобного, допустим, когда в принципе как таковой не закидывают фитну, я точно так же и не отвечаю, и не пишу, и не разоблачаю, когда нету лжи, то мы занимаемся своей историей. Благо, о ней очень много можно рассказать, написать, и с этим проблем у нас нету. Есть хорошие книги, по которым мы можем работать, отвечая на любые, в основном, поставленные вопросы. Вот. Но меня слышно хорошо?
Видно, слышно хорошо? Да, и были претензии якобы, что я поддерживаю хорошие отношения с Осетией, типа, и так далее, и тому подобное, потому что я закинул карту 1903. Опять же, речь шла не о каких-то взаимоотношениях между Осетией и Ингушетией. Туда мы не влазим, поскольку мы сегодня два разных субъекта. Это не Чечено-Ингушетия уже. Вот. А речь идет о том, что границы между нами показывали. Потому что показывают уже и вплоть и Ачхой, Матан и остальное. Я уже не говорю про Бамуты. Остальные части приписывают к себе каждый раз. Они это утверждают, они это показывают специально на дальнейшее, чтобы те даже люди, которые хотят что-либо увидеть, не правду увидеть, а вот что-либо просто взять, хапнуть, услышать. Молодые люди, девушки даже, если утверждают такие вещи, насколько они обработаны вот этими лживой информацией. Вот. На самом деле мне, нам, ни одному представителю нашего народа ничего не нужно, как говорится, чужого. Есть своя история, есть свои территории. Если мы сегодня, каждый живет у себя дома, мы пытаемся показать историю такая, какая она была. Достаточно долго, на протяжении 20 лет, мы видели много упущенных моментов, написанных книг. Опять же, пытаются... Мне понравилось, когда пытались сказать, что... Особенно понравилось, когда пытались сказать, что вот эта книга, якобы написанная, она была вот сделана, вот ей отвечали. Эта книга написана в 2012 году уже. В 2012 году. Когда две книги Абадиева под редакторством Кадзоева, Нурдина, я думаю, что написано Кадзоевым, просто Абадиев все это проплатил и за счет этого прославился так не лучшим образом. Написано одна в 2004 году, другая в 2009 году, когда и речи как таковой не было, и никто из нашего народа не думал. Что касается, если вы думаете, что это только так, допустим, сегодня я прочитал статью, я могу ее зачитать. Ее написал Красный Горшок еще в 2017 году, чтобы было понятно. В 2017 году, это когда как раз возник небольшой эксцесс в Ауховском районе. Валикум салам. И была написана вот эта статья, которую, в принципе, валикум салам, можно и... Сейчас я постараюсь, если я не убрал, и зачитать ее. Ну вот она. Посмотрите. Написано в 2017 году. Район, который успел появиться. Так написано. Я быстро зачитаю, чтобы было понятно, о чем речь. Чтобы было ясно. Новое дело. Это газета, интернет-газета написано. Сегодня, когда требования восстановления Ауховского района звучат все настойчивее на самом высоком уровне, не лишне знать его историю, несравненно более краткую, чем история, связанная с этим проблемой. То есть начинается поливание и вброс, информационный вброс, чтобы было понятно по землям Кизлярского района и в дальнейшем по тем же Садойской башне, якобы, которая была построена, как утверждал этот же Красный Горшок, пошел, заснял, сказал, что она построена на Сюле землях. Это было, чтобы вы знали, позже, чем эта статья вышла. И дальше смотрим. В 1920 году при образовании, благо, хорошо, что отнесло, Дагестанской АССР этнические, послушайте, при образовании дагестанской пишут этнические акинцы, ни слова, что они, ни нохчи, ни чеченцы, вместе со всем Хасавюртовским округом вновь стали составной частью Дагестана.
Вновь это когда? До этого он никогда не был составной частью. Он входил в Терскую область, они входили, это было наибство, отдельное наибство, которое входило в состав, руководил ею Ташухаджи Саясанский, Ташухадж, естественно, Ташухадж, Вохадж, вот, наибом, где был он, и в основном там проживали все чеченцы. И он не входил до этого никогда в состав Дагестана, как таковой Дагестана и не было. Это были раздробленные какие-то пашалыки, каганаты, отдельная часть. Единым целым он никогда и не был в то время. По крайней мере, как единый нынче. И дальше он пишет: частью Дагестана в то время, как земли, послушайте, акинцы он назвал отдельно, а дальше он пишет: в то время, как земли, населенные чеченцы, отошли в Горскую АССР. То есть, понимаете, да, как он говорит это? То есть, он не говорит о том, что в реальности, ну, это да, ага, мы и документы, и письма, все понемножку, да, ага, по мере возможности, я вам покажу, на самом деле, как все было. Охватывающий все остальные горские народы Северного Кавказа. Однако внезапно, посреди Великой Отечественной войны, то есть внезапно, он говорит, как внезапно, если 20-й, 45-й, там 25 лет, как минимум. Не 25 лет, а 20 лет. 20 лет, да? Однако внезапно, посреди Великой Отечественной войны, 5 октября 1943 года, указом ни много ни мало Президиума Верховного Совета РСФСР за счет раскрупнения Хасавюртовского района до АССР было принято решение об образовании Ауховского национального района с центром селения Ярыксы-Аух. То есть то, что он существовал до этого, и оно было ауховское наибство, он все это прекрасно знает. Однако он это пишет, поскольку на документах, как таковой, он не мог, на документах, на картах он есть как аух. А вот как остальные, там, допустим, зафиксированы документально, хотя, в принципе, и многие из дагестанских районов в то время не были зафиксированы. Ярыксы-Аух. В состав этого национального района вошли 8 сельсоветов. Ахташ-Ауховский, Альтмирзаюртовский, Банай-Аульский, Бельти-Аульский, Кишень-Аухский, Минай-Тугуйский, Юрт-Ауховский и Ярыксы-Ауховский. 15 селений, в котором проживало 13 321 человек. Очевидно, он не говорит в остальных селениях, где проживали чеченцы, которые проживали в Кизилюртовском, Бабаюртовском, остальных, об этом ни слова. Очевидно, в центре уже тогда вынашивались зловещие планы об этнических чистках. Район вычленяется явно под депортацию. Иначе невозможно понять несоразмерно высокий уровень рассмотрения и принятия в разгар войны, казалось бы, столь незначительного решения. Возникает вопрос, зачем было Советскому Союзу сперва вычленять Ауховский? Он говорит, Ауховский район был создан для того, чтобы оттуда чеченцев, здесь он уже пишет чеченцев, акинцев, чеченцев депортировать. Но это, само собой, бредни одного человека. Однако ничего не ведавшие о том правительство Дагестанской АСР особо не торопилось и, провольнив 2,5 месяца, лишь к концу декабря 1943 года неспешно создало Оргбюро, которому постановление от 13 января 1944 года всего за 40 дней до депортации было предложено представить в феврале 1944 года бюджет района на текущий год. Вот. На текущий год. Таким образом, новый Ауховский район, по сути, даже не успел появиться и находился еще лишь на стадии формирования, когда 23 февраля 1944 года все чеченцы и ингуши, проживающие в Чечено-Ингушской АСР и прилегающие к ней территории, в том числе Дагестанской АСР, были выселены в различные места Казахстана, Киргизии. Всего репрессиям в Дагестане подверглись 8000
386 семей или 37 106 чеченцев. Тут он уже пишет чеченцев, в том числе 14 901 человек Ауховского района в соответствии с указом президиума. Вот. Дальше смотрим. Верховного Совета. Так, дальше. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июля 1944 года Ауховский район был переименован в Новолакский с райцентром. Так. С райцентром Берия-Аул, бывший Банай-Аул. Как вам название? Берия-Аул. Берия. Человек, который нас депортировал, переименовали. Великолепное название. В Берия-Аул, бывший Банай-Аул. Изменению подверглось и название всех прочих населенных пунктов, которые были принудительно переселены лакцы в Новолакский район. А два селения Сталин-Аул, бывший Акташ-Аух, и Калинин-Аул, бывший Юрт-Аух, переданы в Казбековский район и заселены аварцами. После выхода указа Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года о восстановлении Чечено-Ингушской ССР, Дагестан в 1957-1963 года вернулись более 28 тысяч чеченцев, и от чеченцев вернулись 28 тысяч чеченцев и акинцев. Кумыки, насильственно переселенные в 1944 году в чеченские селения Хасавюртовского района, в 1957 году не дожидались официальных решений, за счет собственных средств добровольно вновь переселились в пригород Махачкалы, в свои селения Альбукент, Кехулляй и Тарки. У лакцев и аварцев такой возможности не было бы. Не было или не хотели. Уже другое. Третий съезд народных депутатов Дагестана 23 июля 1991 года принял постановление, в котором устанавливается переходный период 91 по 96 год для восстановления Ауховского района и названия населенных пунктов для переселения лакцев вслед за кумыками в пригород Махачкалы и для возвращения, слова нету, чеченцев уже убрали опять, акинцев в места их места их прежнего проживания. В декабре 1994 года, наконец, была завершена выплата репрессированным 5720 хозяйств. Однако не предоставляется никаких документов по хозяйственным книгам, кому они были выплачены, сколько было выплачено, репрессировано, потому что, насколько я знаю, даже сами жители Чечни, по крайней мере, не получили нормально эти репрессированные. Там были настолько мизерные копейки, что это за него даже одну корову нельзя было купить, не говоря уже об остальном. Имущество, дальше говорит, компенсации за несохранившееся имущество в размере 1 миллиарда 202,9 миллионов рублей. Однако начавшаяся Первая Чеченская война приостановила все дальнейшие мероприятия. Я не могу понять одного. Во-первых, выплаченные деньги, само собой, я так понимаю, освоены, валикум салам, куда-то ушли, куда неизвестно. В основном документации должны показать, что вот эти люди получили, что они отказались от своих домов. Должны же быть такие документы. Таковых документов не предоставляется. Дальше он пишет. Таким образом, так и не успевший возникнуть район стал на многие годы еще одной созданной центром проблемы, источником межнациональных противоречий, которые теперь предлагается расхлебывать на местах. Во-первых, при чем тут выплаты, которые делали в Дагестане, и война в Чечне? Вот это непонятно. Если приостановили деньги из-за войны в Чечне, потому что в Чечне война идет и так далее, это одно. Когда речь идет о войне, приостановлении финансирования, речь идет сразу о чеченцах. Когда о возвращении и наделении их статусом, как нации, этнической нации, акинцами он называет их. Не забывайте, эта статья написана в 2017 году. То есть они показывают, что не было статуса, что не было ничего как такового по Волховскому району. Алейкум ассалам.
специально принижая, специально указывая вот на всю слабость. И пока я зачитывал поддержку нашего канала, нас поддержал брат Заурбек. Задонатил и поддержал наш канал. Заурбек, баракаллах. Вот. Самое интересное, и то, что вот это все происходит, и то, что это было написано, «Новое дело» газета называется, в 2017 году написано. Само собой, заказано, не заказано, что сделано, это должно быть ясно. А они обвиняют все, обвиняют власти, а то, что переименовали Сталин аул, Калинин аул, там, Берия аул, вообще великолепно. Это вот настоящие братья, честно сказать. Ну да ладно, это история, это всему свое время, как говорится. Вся проблема, кто бы что ни говорил, нам хотелось бы, конечно, чтобы было иначе. Но в любом случае, после, не знаю, после этого или не этого, после заявления или что чеченский народ помнит, что, конечно, занизил он депортированных ауховцев было по тем же спискам где-то в пределах 50 тысяч. Он никак этот указывает 38 тысяч. Ну, это понятное дело, что тема принижения, занижения чисел в Ауховском районе – это обычное для них дело. Вот. Говорит, кумыки могли переселиться, а лакцы, говорит, и аварцы не могли переселиться. Так что вот такие вот дела. Но в любом случае будем надеяться на то, что лед тронулся, процесс идет, будем ожидать, что ауховцы восстановят и свои земли, и свои дома, по крайней мере, десятки, если не тысячи старейшин, которые приехали с депортации, мечтая о своих домах, ушли в праведный мир. Тот, кто не отдавал при жизни им дома, я думаю, что в судный день ответит за это. Но это так, риторическое отступление от общих, как говорится, наших тем. Вот такие вот процессы идут. И как и книги были, я же говорю. Когда это все делалось, когда писались эти статьи, никто не поднимал панику и не говорил, даже особенно наши адвокаты не говорили, вот почему вы, братья, Башлам, нашим прям возвращают их дома. Возвращают дома. Ты новость не читала? 10 домов вернули уже. Что хорошо, конечно. Оттуда, кто жил, их переселили, давно уже построенный для них район, Новолакский район, там под Махачкалой, кажется, если не ошибаюсь. Вот. Что касается, что нету мест, ну, не забывайте, что Дагестан стал намного больше, в отличие от того, что был раньше. То есть во время Терской области он был меньше. Огромный кусок северной стороны, там дальше Кизляр, дальше уже под земли Ставропольского края тоже передали Дагестану. Он стал еще больше, намного больше. Однако эти места, там, где есть и живые хозяева, не отдаются. Поэтому как-то так. Ну, я тебе ответил, амин. Ты знаешь историка Есаева? Не знаю. Есть ли такой историк, я не знаю. Я не видел, по крайней мере. В лицо надо увидеть людей. Только тогда можно сказать. Так. Я поэтому всегда говорил, я прошу не приходить, не надо мне становиться там, говорить и быть адвокатом сразу, что не произойдет, сразу приходит ко мне и начинает вот земля всем достанется, 2 метра и так далее и тому подобное. Те разговоры, подобные разговоры, тем более для нас они неуместны.
всем известно 2 метра. Но сегодня кто-нибудь готов? Башлам, а что-нибудь слышал про битву пчел, войну пчел в горах? Да, я слышал об этом в рассказе. Слышал. Ну, это такая небольшая легенда. Легенды у нас, конечно, очень сильно любят. Так вот. Нечего, вы, думаю, слышали так. Пчелы, был некий человек в Шатойском районе, у которого было очень много пчел, 300 пасеков, кажется. У него были пчелы в один день. Все эти пчелы улетели хозяину, пчеловоду этому сказали, что все его пчелы ушли, алейкум ассалам, улетели. На что он ответил, что они не улетели, чтобы готовили всю посуду, кадушки, которые есть, что они прилетят, ушли, нашли где-то пчел, пошли воевать с этими пчелами. Ну, это такое очень интересное, но это легенда, так сказать, не более. Это не история, это легенда. Миф и легенда. Они улетели к вечеру, там большой рой прилетел, и они забрали весь мед, уничтожили там пчел соседних. И после этого, конечно же, я думаю, все слышали об этом. Такие вещи для меня немножко, честно сказать, я настораживаюсь от таких вещей. Саварим, ты насмотрелся грузинского телевидения и пришел переспрашивать у меня, что ли, я не могу понять. Сколько селений было, сколько их уничтожено. И задонатил один из наших братьев, я не знаю имени, но через банк Тинькофф. Огромная благодарность за поддержку нашего канала. Дал Духдах Дуэл, дал Сей Дуэл. Ну, это легенда, это же не история там народа, честно сказать. И мифы, легенды, это вещь очень такая. Нас сильно любили этими вещами увлекаться. Мансур, брат Мансур поддержал наш канал. Мансур дал Сейдуэл, дал Духуахуэл. Огромная благодарность. Сегодня активные наши братья с Инстаграм. Аж 3 человека поддержали наш канал. Огромная благодарность. И брат Казбек, как всегда, Казбек в своем стиле, братишка Казбек, Чинху Буарз, тоже поддержал наш канал. Если вы думаете, послушайте, смотрите, я вам сейчас покажу карту. Смотрите, примерно, смотрите, вот фейковая карта. Эта карта фейк, он закинул ее на зло мне, да? Посмотрите. А теперь посмотрите оригинальную карту, какая карта была на самом деле. Я хочу вам показать. Смотрите. Есть современная карта. Вот современная карта. Смотрите, вот это современная карта. Сейчас я вам покажу еще. Так. Сейчас я вам покажу еще одну карту. На самом деле меня попросили, многие говорят, что
если они не верят мне, что я там якобы кого-то обманываю, кого-то... Смотрите, сейчас мы... Ненавижу, когда... Так. А давайте теперь посмотрим. Вот видите, это современная карта после. Смотрите. А какая же она была на самом деле? Посмотрите на эту карту. Вот карта Ингушетии. Это вместе с пригородным районом карта. Чтобы было понятно, всем видно карту? Вы видите эту карту? Скажите мне, дайте знать, вы видите или нет. Ответьте кто-нибудь, напишите, видно эту карту? Смотрите, окей. Вот эту карту видно? Видите вот эту карту? Это Ингушская автономная область. Смотрите теперь, вот эту карту видите? Чтобы было видно красным кружочком, что Даттах, что Бамут находится в Чечне, чтобы было понятно. Верхнюю часть, посмотрите, какая она тонкая. Это вместе с этим районом. Посмотрите вот эту карту. Чтобы вам было понятно, эта карта, это еще когда не передала Чечня кусок. Все эти карты вот эту карту. Всем видно ее? Видите вот этот кусочек с правой стороны снизу? Вот такой овальный. Здесь я не могу просто... Видите? Об этом куске идет речь. Всем видно? Это все официальные карты, которые были. Видите вот эту карту? Вот заштрихованная, это уже когда забрали. Отторгнутые земли, это вот пригородный район. Видно, да? А вот этот счет, где я нахожусь, и верхняя часть вот так. То есть, без пригородного района, как выглядела эта карта. Сейчас я вам покажу, в чем меня обвиняют. Посмотрите, вот этот розовый кусочек и вот этот кусочек внутри, который должен быть, это пригородный район. Вот такой она была до 1934 года. Ну, считайте, еще прибавьте туда пригородный район, который должен был быть тоже розовым. Посмотрите на эту карту, которая является настоящей. И вот эту карту тоже, видите, верхний кусок с правой стороны, тоже его нету. Вот этого куска нижнего нету. Но здесь уже есть пригородная. И сравните ее вот с этой картой. Так кто кому что оставил и кто врет, То есть верхняя часть с правой стороны, вот это большой кусочек отдали. Нижнюю часть выровняли, который там заходила куском, вот такой небольшой пятачок туда заходил. Выровняли его, поставили. Вот этот закуточек тоже вернули. Все, больше ничего не сделали.
А есть там такие карты, которые и Ачхой Мартановский туда входят, и другие. И я их публиковал, вы это видели. Вот. Но, если вы думаете, что это только там касается западной стороны, точно такая же проблема есть и с восточными. Допустим, давайте я вам покажу. Вот Сюли опубликовал карту. Опубликовал карту зеленую. Видите вот эту зеленую карту? Зеленая часть у моря особенно, которая. И он там снизу написал, к моменту, когда вы говорите о землях, нужно напомнить историю раньше. Сюли это написал. Видите, да, карту? А он не показывает карту, которая была до того, как им Советский Союз. Сейчас я вам покажу. Брат Ислам тоже поддержал наш канал. Ислам дал духу ахуал. Огромная благодарность за поддержку нашего канала. А вот реально Дагестан. Вот такой был Дагестан. Чтобы вы знали, красная граница, красная линия, которая идет рядом. Дагестан, вот это Дагестан весь. Это река Сулак. Вот такой был Дагестан. И вот такие разные вот цвета и красками, чтобы было понятно. До того, как им отдали вот эту верхнюю часть, которую Шилковской район они вернули, они говорят, это было наше. Это не было ваше, никогда оно не было. Оно входило все до Каспийского моря, оно входило в Грозненскую область. И Грозненская область выходила на Каспийское море. И часть небольшую, которую вернули Шилковского района и Карагалинского района, вам передали, когда не было, как говорится, нас. И распределением занималась советская власть, чтобы было понятно, видно, да? Эти карты про Кизляр тот упомяни, не понял я, что за упоминать. Как я понял, отдав ингушам чеченские земли, чеченское правительство отрезало нас от Осетии и Кабарды. Чеченцев теперь можно здесь... Нет, не отрезали от Осетии. Во-первых, мы граничим с Осетией, это Моздок. Мы граничим с Моздоком. Но там верхнюю часть отдали, да, Троицкое, Вознесеновское, вот это место отдали. Мы не граничим с кабардинцами. С осетинами мы граничим, с терскими казаками мы граничим. Вот. С терскими казаками мы граничим. Ставропольский край, Курский район, кажется. Небольшой кусок, это Наурский район. Где. Вот. А с Дагестаном мы граничим, с Грузией мы граничим и с ингушами мы граничим. Если вот так по кругу пройтись полностью. Вот как. А так, как говорится, чтобы было понятно. Каждая из этих вещей, каждая территориальная единица, все эти карты, все это есть. 4 года он просуществовал в Ингушетии, Бамут. На небольшие 4 года он переходил к ним. Года сейчас я не буду врать. На 4 года он переходил к ним. Бамутов было 3, не путайте. Был верхний Бамут, средний Бамут и нижний Бамут. Пошла у меня вопрос, почему ингуши называют ингушами родиной башен? Башни Ингушетии родились, и где все такие родины башен? Нет, конечно, это просто как народное, они название дали, и все. Так, родиной башен можно назвать любой из Северокавказа. Допустим, в Дагестане есть башни, в Грузии есть башни, намного больше даже, чем в Ингушетии.
В Осетии есть башни, в Чечне есть башни, в Кабардино-Балкарии есть башни, в Адыгее есть башни. Но так вот, в принципе, захотели написать о себе родиной башни. Ну, это неправильно, конечно же. Башлам, самая древняя наша ингушские башни. Я не могу сказать, какая самая древняя в Ингушетии, но наша самая древняя башня, которая была находка сделана, она в Харачое, это 5-9 века. Вот. Из сохранившихся это башенные комплексы Никорой, они считаются 13 век, 14 век. Также в Шаройском районе Нохчичуя есть Хуландойская башня. Вот они тоже 14 век, 15 века, 13 века. Даже та же самая Саттоевская башня, 15-16 век, это Шатойский район. Поэтому с башнями проблем у нас не было никогда. Вот. И Морковин, Фиксаль, ну, вы должны понимать, Чечня прошла через огромный, ну, во-первых, не забывайте, с кем только не приходилось воевать. И каждый раз уничтожались эти. Начиная с царской России, уничтожались башни. Начиная с имама Шамиля. Имам Шамиль сжигал башни в Шаройском районе с людьми вместе, ну, за то, что они не подчинялись. Об этом мы нашли доказательства у Маргашвили. И Тумкалинские башни. Вот. Даже современные башни, которые сейчас, вы знаете, в Чечне по всем горам везде лазят, ну, неправильно изучают, исследуют наши башни, и многие находили огромные куски ракет, торчащие из башенных комплексов, как военных, как боевых, и все. Так, и на поддержку канала задонатил Бадруди дал Духуахуэл, дал Сейдуэл. Огромная благодарность всем моим подписчикам, которые поддерживают наш канал. Благодаря вам мы существуем. Вот. Некоторые говорят 5 века, другие говорят 9 века, да. 5-9 век. Самая древняя считается Харачоевская башня. Но я разговаривал с нашими археологами, мы находили и деревянные башни. Они были намного старше, но вы должны понимать, башенные комплексы, они в ичкерийских лесах, они в принципе как таковой не имеют такой, как говорится, эффективности, как в Шаройском районе, в Чеберлоевском районе, в Галанчорском районе. Там еще более или менее скальные места, высокие горы, видно, башенные комплексы, для обороны они полезны. А что касается ичкерийские леса, то там деревья, вековые деревья, которые намного выше были этих же башен, в принципе, поэтому смысла не было бы. Башлам, у нас же все зафиксировано бумажно экспертами, конечно, зафиксировано. Но это еще советскими специалистами зафиксировано. И сейчас тоже, я же вам показывал, у меня есть целое Министерство культуры, написало сейчас. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Всем, кто не верит, есть вот такой каталог. Видите, толстый вот такой каталог. На нем башенные комплексы. Это только первая часть. Есть еще вторая часть этого каталога. К сожалению, у меня его нету. Но смотрите, хойская башенная архитектура. 12-19 века. Это башни боевые и так далее и тому подобное. Я быстро пробегусь. Боевые башни Хой. Это 12-19 век. Дальше мы смотрим. Мечеть. Хой тоже находится в Чеберлое. Тоже 12 век. Замок Алдамгази 12 век. Веденский район. Дальше смотрим. Башня Дауда 12 век, Казинойская.
мечеть 12 века. Веденский район, Макажоевская башня, 12 век. Дальше. Это все зафиксировано. Так. Башня боевая номер 2, 18 век. Они в основном разрушены. 12-16 века. Веденский район. Бывшее селение Цикрой. Тоже башня. Ты же понимаешь, что мы сейчас прекрасно понимаешь, что этим башням не 100 и не 200 лет. Дальше. Садойская башня 12-16 веков. Это все Чаберлоевский район. Дальше смотрим. Арсоевская башня 12-16 века. Харкероевская башня 12-16 века. Башня Харачоевская 14 век. Это та, что сохранилась и которая есть. Мы не говорим об останках. Это те башни, которые есть. Шаройские башни начинаются. Шаройская район, селение Шарой. Башенный комплекс 13. Это тот, который восстановили. Башенный комплекс 13-18 века. Так, дальше. Башня боевая номер 2, тоже 18 век Шаройского района. Это если мы быстро проходим. Смотрим. Боевая башня номер 4, тоже Шаройская. Мечеть является первой, там это пятиэтажная мечеть. Башня номер 1, 13-18 века, Шаройская башня. Башня стоит на рельефе, башня номер 2, башня номер 3, 13-18 века. Это только те, которые Шаройский район, селение Шарой, мечеть 18 века. Так, дальше смотрим. Шаройский район, каменный ящичный могильник. Ящичный могильник. Это первое тысячелетие до нашей эры. Это то, что в Шаройском районе найдено. Дальше Химоевская, 14 и 18 века. Химойский башенный комплекс. Жилая башня Хамадхангал, 14 и 18 века. Все с петроглифами, великолепными, красивыми петроглифами, которые у других башен фактически нигде нету. Дальше Химойская башня номер 2, 14 и 18 века. Химойская мечеть. Здесь несколько их башен, потому что Химойская 4-5 башен. Поэтому Шаройский район, селение Жогалдой, 13 и 18 века. Архитектурный комплекс. Жогалдовская жилая башня. Жогалдовская башня номер 1, двухэтажная. Жогалдовская башня номер 4, 3. Селение Жогалдой. Дальше смотрим. Хакмадоевская. Это Хакмадойский историко-архитектурный комплекс. Жилая башня 14 и 19 века. Хакмадоевская. Хакмадоевская башня номер 2, номер 3. Все Хакмадоевская. Номер 4. 14 века. Лечебница с целевыми источниками. Шаройский район. Это 19 век. Хакмадоевская мечеть, 19 век. Дальше смотрим. Шикарой. Тут целый комплекс, я вам показывал по шикаройским башенным комплексам. Дальше смотрим. Шикаройская башня, 14 век. 14 век. 1, 2, 3, 4. Все жилые башни. 4 жилые башни. Башня 5, башня 6, башня 7, башня 8. Все 14-16 веков. Это Шикароевские башни, я считаю. Башня 9, 10, 11, 12, 14, 16 века. 14 века Шикароевская башня жилая. 14, жилая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 жилая башня верхней части селения Байди, тоже Шикароевская башня, 14-16 века. Дальше, мечеть, 14-16 века, это Шикарой. Шаройский район, селение Кейслой. Опять же, мечеть расположена в селении Кейсалой, в Шаройском районе.
7 километров запада от селения Широ, на левом берегу Широ-Аргун, стоит на склоне, возведена в скальном основании, сложно. То есть здесь описание есть полностью. Здесь описание есть, я просто-напросто, чтобы ваше время. Дальше идем. Шаройский район, селение Хуландой, 14-16 века. 14-16 века идет одна башня, вторая башня, третья, четвертая башенный комплекс. Мечеть 14-16, это в каждом отдельно. Сандхоевское ущелье, верховье Аргуна. Здесь есть Сандхой, башенный комплекс. Боевая башня расположена в Сандхоевском ущелье на левом берегу реки Шаро-Аргун, почти у самых его источников, недалеко 0,5 километров, развалено средневековое селение Кеба-Суай на высоком каменистом утесе в теснине Пхеда. Башня была сигнальной сторожевой и охраняла горную дорогу из Тушети в Шарой и в Чанты-Аргунское ущелье. Башня четырехэтажная, слегка сужающаяся кверху. Кровля, перекрытия не сохранились. Башня, кровля, имеется в виду крыша, не сохранилась. Это у нас башенный комплекс Качихоевский Шаройского района. И башня полубоевая Сандхоевская башня. Все, на этом заканчивается. Идет следующее. Идет Шатойские башни. 14-16 века. Селение Шатой. Шатойские Сятты. Башня 13-16 века. Сатойская башня. Кто еще является родиной? Тумсоевская башня идет дальше. Шатоевское селение Нехлой, Нихолоевский башенный комплекс, который встроен в скалы, вы все это видели, на южной Нехлое. Шатоевский район, селение Ачлой, 14-16 века башенный. Дальше идем в Итумкалинский район. Ну, здесь все красочно с картинками. Башня убежище. Итумкалинский район, селение Ушкалой, 11-12 век башенный комплекс. 11-12 век. Дальше. Боевая башня. 13-14 век. Итумкалинская. Гучункали. 13-14 век. Теперь понимаете, зачем нужен был и говорили, что Итумкали якобы было их. Вот для этого и нужно было. Боевая башня. 13-15 век. Итумкалинский район. Селение Ушкалой. Это еще одна. Боевая башня номер 2. 13-16 века. Итумкалинский район. Селение Бугарой. Вот. Итумкалинский район, селение Бугарой, номер башня 1, 2, две башни подряд. Ну, там уже башня на горе Бекайл, 14 и 16 века, Итумкалинский район. Селение Кокодой, далее тропе вверх в гору Бекайл. Дальше. Башня жилая, Итумкалинский район, селение Кокодой. Башня боевая, Гухойская, Итумкалинский район, селение Гухой, Узункали. Итумкалинский район, архитектурный комплекс 13-18 века, Пхакочский историко-архитектурный комплекс. Дальше. Башня боевая, Итумкалинский, селение Тазбичи, 13 век. Башня боевая 2, Дёрите, то, что реконструировали, 13 век. Эткалинская Итумкалинский район, селение Тазбичи, хутор Эткали, 14 век, башня. Мечеть, 19 век. Боевая башня, 14 век. Это у нас башня, боевая башня тоже толщина, это, я думаю, там же Итумкалинский. Башня жилая, 14 век, сохранив жилую башню, восточная, это Итумкалинский район. Талкалинский историко-архитектурно, 13 век. Итумкалинский район, селение Тазбичи, бывший хутор Талкали. Башня жилая, 13 век. Башня жилая Титча-Дукская, 13 век. Итумкалинский район, Тазбичи, урочище Титгу. Дальше смотрим. Башня боевая Хаскалинская, 10-12 век. Башня жилая Хаскалинская, 13-18 век. Жилая башня номер 1. Башня жилая Хаскалинский номер 2, 13 век. Башня жилая 13-17 век. Башня жилая 13-18 век. Башня боевая Хелдинская 14-16 век. Башня жилая Хелдинская 14-16. Хачароевская башня 14 век. Хачароевская.
И Тумкалинский район, Басская башня, это 13 век. Мечеть 13 века, и Тумкалинский район. Дальше идем. 13 век. Башня номер 1, трехэтажная, возведена из хорошего обработанного глины, известковом растворе. Это то же самое. Жилая башня номер 2. Дальше. Мечеть Тусхароевская, 19 век. Башня жилая Бечигская, 13-16 века. Эзихойский историко-архитектурный комплекс, и Тумкалинский район. Селение Тусхарой, бывший Эзихой. Дальше. Мечеть селения Эзихой, 19 век. Все с петроглифами. Огромное количество петроглифов. Башня жилая Цацхоевская, 14-16 век, и Тумкалинский. Пожихароевская, 14 век. И, я боюсь, что я буду вам очень долго его зачитывать. Их очень много. Эта книга толстая, вы видите. Не знаю, кто там и кого называют страной башен, но я вам зачитал. Мне, в принципе, обманывать вас или что-либо. Там только Чеченская республика, только наши башенные комплексы. Все причем. Вот. Я не знаю, у кого там давление и что у кого там есть, но я вам зачитал то, что есть у нас, наши башенные комплексы. Мне, в принципе, нам чужого не надо, как говорится, у нас своего достаточно. Вот. Ну, о башенных комплексах, что здесь есть у нас? Так, сейчас. Так. Триста 366-я. Давайте посмотрим, что же говорят насчет этого. 366-я страница. Говорит Умхаев. В принципе, здесь не так уж много. Ломани регани юк ахбау нохчи алар. Что бы там ни писали Кадзоевы, материальная культура чеченцев и ингушей так же, как и духовная, едина. Прежде всего, это касается своеобразнейшей башенной культуры Нохчи и Гала. Постройки местной архитектуры – это не только реальное свидетельство прошлого, но и своеобразные памятники давно прошедших лет. Они напоминают о далеких, порой гендерных страницах истории нахчийцев. Оборонительные башни у чеченцев назывались Бау, у ингушей Воу, а жилые Гал. Термин Бау происходит от слова Бао, войско. Чеченские башни отличаются большим разнообразием форм,
отдельных деталей. Это является подтверждением того, что их строили в разные периоды и времени. Наиболее ранние во времена постройки башни имеют сходные черты с башенными сооружениями Грузии, Хивсуретии, Сванетии, Карачая, Балкарии, Северной Осетии. То есть это везде места, где есть башенные комплексы. Совершенствованием строительной техники и мастерства каменщиков жилые и боевые башни получают классические завершенные формы и начинают возводиться целые башенные комплексные крепости. Чеченцы знают, что они выходцы из Ингушетии. Они обращаются к нашим горцам, к нашей культуре. В фильмах часто показывают, в книгах пишут, что все это принадлежит чеченскому народу, так как понимают, что без наших гор, нашей культуры у них нет корня. Чеченские авторы своей книги – это то, что писали в то время. Послушайте, насколько совпадают высказывания их с теми, кто сейчас это пишет, особенно старшее поколение. Все, кто воспитан на бузуртановских, кадзоевских, абадиевских, сампиевских, я не знаю, на их книгах. То, что они говорили, посмотрите, как он. Чеченцы знают, откуда эти слова потом поймете. Чеченцы знают, что они выходцы из Ингушетии. Это цитата, я прошу послушать сперва. Они обращаются к нашим горам, к нашей культуре. В фильмах часто показывают, в книгах пишут, что все это принадлежит чеченскому народу, так как понимают, что без наших гор, нашей культуры у них нет корня. Чеченские авторы свои книги в основном иллюстрируют фотографиями и рисунками ингушских башен, храмов, склепов, мавзолеев, заявляет один из околонаучных ингушских чеченофобов Абадиев. Происхождение чеченского народа. Назрань, 2004 год. Эта книга написана в 2004 году. Это он свой. Само собой, это написано не им, а написано ныне покойным Нурдином Кадзоем. Зачем чеченцам обращаться к ингушским горам, башням? Это уже ответ идет. Башням, храмам и прочее. Если этого добра, слава Богу, у них у самих более чем достаточно. Я вам зачитал только кусочек из нашей книги. И то их даже не 10 страниц. Вот. В горах Чечни, в верховьях рек Морта, Гихи, Аргун, Шаро-Аргун, озеро Казиной, Ам и Галанчож на территории в разы превышающей всю территорию горной Ингушетии сохранилось около 150 башенных поселений, в которых находится свыше 300 жилых и более сотни боевых башен различной сохранности, несколько десятков культурных сооружений, около 150 наземных склепов, а также 2 крупнейших в мире некрополя. Построенные данные сооружения в промежутке времени, начиная с первого тысячелетия до нашей эры, до 16 века нашей эры. Они представляют большую ценность не только для истории и культуры Кавказа, но и для всей мировой истории и культуры в целом. Сейчас, к сожалению, башенные постройки сохранились лишь в отдельных горных районах. Однако у подножия гор, или как принято говорить на Кавказе, на плоскости, также некогда возвышались башни. Я вам показывал много исторических документов, публиковал карты. Даже в Ханкальском ущелье, вот здесь рядом, на территории, рядом с городом Грозным, ныне городом Грозным, находились башенные комплексы. Находились на Сунже башенные комплексы. Вплоть до Терека находились башни, на плоскостной территории находились башенные комплексы. Сейчас, к сожалению, известно, что в Ханкальском ущелье, то есть в районе города Грозного, а я не знал, что так написано, здесь тоже об этом, еще во время Кавказской войны стояла башня. Башни имелись и у селения Старый Юрт, ныне Толстой Юрт, то есть Дойкуройла. Близ Терека, Бамут, селение Бамут, реки Асы, напротив селения Балансу, на правом береге Ямансу. Это последнее называлось Наурузгал. Время и люди не пощадили. Башни располагались также у селения Харачой, Цеведино, Дарго, Серженют, Курчалой, в ряде других предгорных плоскостных населенных пунктов Чечни. Также районы Чечни, Галанчож, Мялхиста, Кей, другие ничуть не уступают горной Асиновской котловине по обилию у них архитектурных памятников. А утверждение восточной границы башенной культуры по Аргуну начисто
опровергается великолепным зодчеством комплексных усилений Казиной, Амхой, Хакмадой, Саадой, Магажой и в других расположенных на границе с Дагестаном. Некоторые исследователи вводят в заблуждение тот факт, что в Асиновском и Джейрахском ущелье много отлично сохранившихся башен. Особенно хорошо сохранились боевые классические башни наиболее развитых современных типов. В Горной Чечне наряду с такой же классической стоит башня более древнее. Другое дело, что сохранились они не так хорошо, как несколько башенных комплексов позднего периода, находившихся на территории Ингушетии. Дело в том, что период расцвета строительства боевых башен в Чечне происходило в 15-17 веках, а в Ингушетии в 17-19 веках. Строительство башен, скорее всего, зародилось на территории Чечни и оттуда уже перешло на территорию современной Ингушетии. Об этом как раз свидетельствуют более древние типы боевых башен в Горной Чечне, которые затем постепенно трансформировались в современные их формы. Все это лишний раз подтверждает тот факт, что ингуши являются выходцами из Горной Чечни. Примеры с видами башен, находившихся на территории Ингушетии, они, несомненно, с видами башен, находившихся на территории Ингушетии, они, собственно, Чечни, объясняется трудноспособность Горной Чечни, где до сих пор нет даже проселочных дорог, а также хорошей сохраненностью выстроенных позже, чем в Чечне, ингушских башен. А тем, кто хочет увидеть чеченские башни, можно порекомендовать книгу Лечи Ильясова «Тени вечности», где опубликованы прекрасные фотографии боевых жилых башен Горной Чечни. Эта книга у нас есть, одна из книг у нас есть. Чеченские и ингушские башни мало чем отличаются друг от друга. Разговоры об особенной красоте ингушских башен не соответствуют действительности. Как отмечает Виноградов, соавторами. Многочисленные боевые башни, большинство горных районов Чечни, Эрвай, Никарай, Кейм, Мелхист, почти ничем не отличаются от изящных ингушских башен. Они, как и башни Ингушетии, имеют те же площади основания, уклон стен, приемы сооружения и детали конструкции. Тут я, конечно, немножко не соглашусь, потому что мелхистинские башни, терлоевские башни отличаются самой формой камней, которые существуют. Они намного круче и намного ровнее. То есть это не глыбы, это не куски камня неотесанные, которые там положены, допустим, как в многих ингушских башнях. Здесь они ровные, плиточные, поскольку я видел терлоевские башни, я видел мелхистинские башни. Они, камни, которые находятся на наших башнях, они больше обтесаны и лежат намного круче и четче, лежат геометрически друг от друга. Тут я немножко не согласен. Но это как бы мое личное. Чеченские и ингушские башни мало так чем отличаются, это я сказал. Во время, когда строили башни, не было отдельных чеченского и ингушского народа. Возведение башен занимались практически во всех навчийских горных обществах, начиная от восточной Чебер-Лашарой и кончая западной Галгай-Джайрах. К моменту их разделения на чеченцев и ингушей в конце 18-го эра башенного строительства практически завершилась. Так что башенная архитектура — это общее достояние всего навчийского народа, навчийского и ингушского народа. В связи с массовым переселением чеченцев на равнину, начиная с 16-17 века, строительство башен Горной Чечни за редким исключением практически прекращается. В то же время в Ингушетии башни продолжают возводить еще не на протяжении нескольких столетий. Естественно, техника строительства совершенствовалась, а само качество башен становилось лучше. В этом отношении можно частично согласиться с тем, что башенное строительство получило наиболее развитие в период Средневековья именно на территории современной Чечни и Ингушетии. Но общее количество построенных в Чечне до конца 17 века башен превышает количество аналогичных построек в Ингушетии в несколько раз. Как пишет Муса Багаев, окончательное переселение навчийцев и ингушей на плоскость началось еще в 15 веке. И
первыми переселенцами из нахчийцев были чеченцы, а ингуши, жившие в Асиновском и Джайраховском ущелье, до конца 17 века оставались жить в горах. И, вероятно, в связи с этим в восточной части Нагорной Чечено-Ингушетии развивались башенная культура, приходит в упадок раньше, чем в западной. Можно достаточной уверенностью утверждать, что в Горной Ингушетии развитие башенной культуры продолжалось еще лет 200, после того, как в Горной Чечне оно уже стало приходить к закату. А в конкретном районе, где впервые они зародились, без глубокого и тщательного исследования первоисточник говорить пока еще рано. Так что выселение с родных гор на плоскость чеченцы с любовью смотрели в сторону своих тейповых гор, родовых башен, склепов и так далее и тому подобное. Короче. Вот так вот о башнях говорится у Умхаева. Ну, в принципе, то же самое, что мы и говорили. Раннего периода башни намного больше, в разы больше. Поэтому Башлам, WhatsApp под рукой, WhatsApp под рукой. У нас под рукой WhatsApp. Что у нас тут в WhatsApp? И, как всегда, сестра Таиса задонатила. С ютубов, походу, донатит только одна наша сестра Таиса. Таис, да, Духяхэл, огромная благодарность за поддержку нашего канала, за то, что поддерживаешь нас в нашей работе, что, конечно же, очень радует, и за что тебе огромная благодарность. Да, у нас в основном только 1-2 человека или 3 человека с Ютуба донатят, поэтому как-то так у нас выходит. Об этом мы можем говорить очень много, поэтому мы должны понимать, что так. İşte amaçlık şun. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату моим братьям ауховским волкам. Аухой берзлой далдук дадуэл. Не так уж много, как хотелось бы, но ничего. Немножко собрали уже на завтрашний эфир. Вполне возможно, если ты об этом спрашиваешь. Что бы ни дали, это все наше, Бяхчунидейн. Молодец. Я уже привык, что мы только... Ну ничего, когда-нибудь, может быть, будет день, когда активно у нас тоже будет вот эта культура, как говорится, донатить. На это очень надеемся. Поддерживать канал, чтобы мы могли более сильно и агрессивно вести нашу работу. Жизнь так себе везли. Держимся, пытаемся. Я всем все говорю как есть. В принципе, зачем мне это?
кого-то обманывать. Я нет, я не завис, я отвечаю на вопросы. Ибрахим, если есть в Ютубе вопросы, отправляй. Все, что я вам зачитываю про башенные комплексы, про все остальное, есть книги, я могу вам показать эти книги, страницы. Ничего от себя мы не несем, так что... Да, в последнее время, последний эфир наш, уже 300 человек было в эфире в Инстаграме. Начали активно уже в Инстаграм заходить. Я позвал тех людей, которых вы говорили, в прямой эфир, сказал, чтобы пришли. Но, к сожалению, как видите, писать писульки это всегда проще, а прийти вести диалог тут уже посложнее будет. Я позвал их. Ни от кого не скрываюсь. Мы как бы... Всегда рады всем отвечать на вопрос. Башлам, из-за твоего канала перечитала книгу «Долгие ночи». Совсем другие ощущения, чем 20 лет назад. Баркалла. Конечно, материалы, я же говорю, мы все, что у нас есть, мы в основном используем откуда? Используем из материалов, которые нам прислали наши друзья. Кто-то книгами помогает, кто-то поддержку канала. И благодаря этой работе мы, конечно же, можем сегодня зачитывать факты. Можно было вообще отправить в игнор все, что сказано. Ну, тогда не обижайтесь, что будет целая плеяда, которая потом завтра, послезавтра говорит, что мы почему не отвечаем, почему у нас ничего нету. Это наша вина бывает. Не... Ну, отговаривают, говорят, что вот так-то, так-то. В этой книге не говорится, что отдельно, не отдельно. Там максимально пытаются сказать, что едины. Вот. Но факт остается фактом, что с 2004 года то, что было отправлено, отвечается на эти вопросы. Карты я вам показывал, могу сколько угодно показать вам эти карты, чтобы вы понимали, что Башлам, покажи карту Аух и другие чеченские земли. Украли, неправильно формулировка. Поэтому это немножко недостоверно. Неправильно так говорить. Башлам, твоя деятельность очень важна.
Я имею в виду говорить не в ответ этим, скажешь, а без вообще их упоминания, все равно все. Но вот проблема в том, что без упоминаний, когда ты говоришь, мне даже некоторые говорили вообще убирать слово и название их. Я могу это сделать. Публикация, она без этой информации сразу начинает говорить, что это все является недостоверной. Якобы нас вырезают. Вот так меняется история. Тогда приходится публиковать полностью. А когда публикуешь полностью, то совсем иначе бывает все. Как-то так вот. У Гулиева Хулай башни разрушили в Ингушетии, которые они построили, как перебрались в Чечни. Мержазасу. Ну, что можно сказать? Ну, про это сказал Хасу Хангашвили достаточно хорошо. Это не мне, это не наша история. Я не рассказываю историю соседей, поэтому алейкум ассалам. Так, Башлам, ты знаешь, что вначале была ангушская милиция? Я знаю это все. Знаю. Про милиции, про это все я знаю. В смысле говорить об этом? Смысла нету. Какая милиция, где была, что делали, кто на чьей стороне был. Все это известно, кому выдавались земли, чьи земли. Поэтому что schon. Алейкум салам. Алейкум ассалам.
Бежри, если у вас больше нет вопросов, давайте тогда закончим на сегодня, потому что время терять не хочу, ни ваше, ни свое. Как вы знаете, мы должны каждую рупию беречь, иначе... Если есть вопросы, задавайте. Фарги в башне-то есть, каких? Про башни я уже в основном вам рассказал. Почему они назвали, как они назвали. Это уже у каждого свое. Назвать, конечно, и мы можем назвать себя, там, не знаю, марсианами, но от этого мы не становимся ни марсианами. Да, максимально экономлю, просто чтобы зря времени не терять. Если есть вопросы, отвечаю, рассказываю. А так надо как-то бюджет беречь, так сказать. Ларца, лосо. Да, кистинцы это чеченцы. Исконные чеченцы, которые до сих пор сохранили свое самоназвание, грузинское название в Грузии, в Подкийском ущелье. Я не говорю, что как говорится, что кистинцы это только наше название. Нет, конечно. Но в основном оно наше, потому что 18 тысяч чеченцев и, не забывайте, 1300 ближних кистинцев. Там кто у нас, кроме ингушей, называет нахчи? Лезгины называют, грузины называют, упоминают нас как нахчи. Армяне называют. Что так? Так что грузины кистинцами называли чеченцев ингушей. Что называют только их, нет, они сегодня называют ингушей ингушами, чеченцев чеченцами. Так, ладно, друзья, давайте тогда заканчивать, я так понимаю, сегодняшний эфир. Будем на связи, пишите, я на связи. Завтра постараемся в 11 часов также провести эфир, выйти. Сундера Кан Ошка и Тардуиншу, Масандере Схила, особенно благодарность нашим братьям, которые поддержали наш канал. Да, Лукда Ахтуэл, Масера
Вопрос не в рано ухожу или нет. Ну да, просто-напросто надо зажиматься. Положение, как говорится, не айс, поэтому пытаемся максимально экономить. Мастерна Дерез Хейл, Адикюэл, мы на связи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.